рабочим визитом в нашу республику прибыл министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Чиновник первым делом посетил один из самых крупных агропромышленных комплексов Северной Осетии – предприятие «Мастер Прайм Березка». Затем он направился на другие крупные производственные объекты, в их числе заводы «Электроцинк», «Рокос», «Победит», «Фарм ДВС». Завтра Лев Кузнецов посетит медицинские учреждения. Итоги рабочего визита подведут на расширенном заседании в правительстве Северной Осетии. Увидел, первое, понравилось, что есть очень яркие проекты. И мы видим и в отрасли сельского хозяйства, и в промышленности. И очень важно, что как раз на грани, может быть, того, что критично важно, это наука и селекция, потому что очень много мы сегодня достигаем и можем купить технологии и установить, но пока без самого первичного звена, где создается, где именно генетические продукты, где именно зарождается именно то, из чего потом получается, или овощи, фрукты или другие виды, то для нас пока это большой вызов. И мы вчера вместе с министром сельского хозяйства именно на этом делали акцент. Второе заседание городской думы прошло почти при полной явке. Из 32 депутатов отсутствовали лишь двое. На повестке дня вновь кадровые вопросы. После единогласного выбора Махарбека Хадарцева главой муниципального образования, собрание представителей утвердило и 3 его заместителей. Первым замом избрали Антона Петрова, его кандидатура была поддержана единогласно. Вторым заместителем стал Тенгиз Тинникашвили, третьим Мадина Ходова. Сегодня же в структуре городской думы сформировано 6 профильных комиссий. Они будут решать проблемы городского хозяйства, социальной сферы, экономики и других направлений. Уже со следующего собрания они начнут активную работу. Специальная парламентская комиссия, созданная для контроля за качеством работы, осмотрела все объекты трассы федерального значения. Далеко не на всех участках работы выполнены качественно. Некоторые отрезки дороги в Ордонском районе просто залатали. Ни один из показателей здесь не соответствует норме. Районные власти говорят, проблема в финансировании. Деньги, выделенные республикой и федеральным центром на 2014 год, уже закончились. Реконструкция продолжается за счет подрядных организаций. Мы создали комиссию по дорожному хозяйству, потому что это республиканские бюджетные деньги, федеральные. И что по программам выделяется, хотим посмотреть и качество дорог, потому что есть обращение граждан, есть жалобы. Где-то есть хорошие изменения, к которым мы будем стремиться и требовать со всех, кто на сегодняшний день работает в дорожном хозяйстве, чтобы улучшалось качество дорог. Соревнования по джип-спринту состоялись в Северной Осетии. Турнир проходил в память о герое России Зауре Джибилове. Участие приняли гонщики из Северной и Южной Осетии, Кабардино-Балкарии, Чечни, Дагестана и Ставропольского края. Инициатором мероприятия выступила Федерация автомобильного спорта Северной Осетии, учебный центр «Тактика А» и Владикавказский клуб 4×4. Безопасность во время соревнований обеспечивали сотрудники ГИБДД и МЧС. Соревнования проводятся в честь Джибилова Заура, героя Российской Федерации. Посвященный его дню мы решили провести такое мероприятие. Он как сам сотрудник ДПС связан с этим. И решили организовать в честь него джип-спринт.